Коми подвели итоги проекта «Психологическая мастерская». Региональный благотворительный фонд «Сила добра» реализовал его благодаря президентскому гранту. На 1,5 миллиона рублей в Сыктывкаре оборудовали 2 сенсорные комнаты, где психологи помогали ребятам, больным онкологией. О том, как борются с детскими страхами, Виктория Палкина. В свои 8 лет Олег Карманов учится ходить уже во 2-й раз. В 2012-м у мальчика обнаружили опухоль в позвоночнике. По словам мамы, все началось с обычных жалоб на боли в животе. Сначала думали аппендицит, оказалось онкология. Позади сложная операция в Санкт-Петербурге, курс химиотерапии и реабилитации. Мама верит, ее Олег обязательно будет бегать. А пока мальчик активно изучает коми-язык. Видза, здравствуй. Здравствуйте. Такие встречи с психологом идут на пользу мальчику, говорят и родители, и специалисты. Теперь он спокойно ходит в школу, пока при помощи взрослых. Со сверстниками проблем нет. Ребенку помогли побороть тревогу и поверить в свои силы. Это страшные курсы химиотерапии, это борьба между жизнью и смертью, это много всего плохого. И здесь за счет того, что у нас есть такое потрясающее оборудование, мы с помощью радости, с помощью положительных эмоций стараемся системно вытеснять эти все негативные последствия. И ребенок понимает, что ярких красок больше, он лучше смотрит на мир, он радостнее относится ко всему, что видит, он открытым становится для общения. Интерактивный пол, музыкальные классики и еще несколько единиц современного оборудования. Из стандартных 12 метров специалистам удалось сделать комнату, где дети с онкологическими заболеваниями забывают про свой недуг. Когда они сюда приходят, они очень быстро включаются, им очень все нравится, поэтому и адаптация легко проходит. А по поводу длительности самого процесса реабилитации, это в зависимости от и заболевания ребенка, потому что зачастую длительное лечение происходит и длительная психотравмирующая ситуация, поэтому и необходима длительная реабилитация. В реализации этого проекта помогал и гуманитарно-педагогический колледж. Он предоставил свои кабинеты. Кроме того, в рамках проекта сенсорную комнату оборудовали и в детской республиканской больнице. А интерактивный пол появился в санатории «Лозум». Психологическая мастерская будет работать и дальше, заверили нас в фонде, но уже на новый грант от республиканских властей. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.